Меня зовут Бикнур Кейсиков, я член общественного совета города Алматы, президент Казахстанской ассоциации франчайзинга и немного писатель. В принципе, книжный рынок любой обыватель примерно видит. Во всяком случае, читающий человек, который заходит в книжный магазин. Конечно же, у нас казахстанское книгоиздательство переживает кризис. И если сравнивать вот с советским временем, когда были госзаказы и большие миллионные тиражи, конечно, об этом только остается мечтать. И если взять вообще сам книжную полку, то мы фактически ничего не создали такого, что нас отличало бы от классиков. То есть у нас нету новой литературы. У нас нету новых книг. Возможно, где-то что пишется, но в основном пишется для своих родственников, для своих друзей, вы знаете, да. И книжные полки завалены иностранной литературой. В основном это и российские издания, и переведенные на русский язык иностранные издания. Но вот одним из примеров является, что наши книжные полки завалены, например, тем же, например, 50 оттенков серого или что-то в этом роде, хотя наша литература не хуже, и есть хорошие примеры. Но, тем не менее, это рынок, поэтому мы не можем диктовать магазинам, что население покупает, то книжные магазины и выставляют. Но, с другой стороны, нужно формировать уже вкус у читателя, поэтому чем мы и занимаемся, пытаемся популяризировать нашу казахстанскую литературу на данный момент. И это здорово, и с этого момента я хотел бы подчеркнуть, что в принципе, если есть спрос, есть и предложение. Также со стороны государства сегодня вот переводы на казахский язык в рамках Рухани Жаңғыру, самые известные книги, которые повлияли на человека, на развитие личности. То есть, в принципе, я бы сказал, со всех сторон вот такие пазлы складываются. Нельзя ориентироваться только на книжные магазины. Конечно же, у нас крупный вот ритейл, книжный магазин, он ориентируется на рынок. В то же время, конечно, хотелось бы, чтобы государство еще активнее популяризировало казахстанскую литературу как таковой, потому что казахстанским авторам приходится самим выживать. Люди сегодня читают то же, что и читали 100 лет назад. Это любовь, благородство, семейные отношения, разлука. Все то, что было интересно в тех же романах Толстого, все то же, что интересно было там в романах того же Абжами Нурписова, потому что о долге, предположим. В принципе, читателям очень интересно. Главное, чтобы они увидели, что есть у нас книги, что есть у нас. Они готовы покупать, они готовы читать. Конечно, другой вопрос. Хотелось бы, чтобы уровень нашей литературной школы повысился, потому что мы немного потеряли принизили уровень. Нам хотелось бы, чтобы писатели все-таки... современный мир несет вызовы. В то же время, конечно, многое написано в литературе, но мы можем использовать новые стили, мы можем экспериментировать. Столько в то же время возможностей. Есть, да, сюжет, но тот же сюжет можно разными гранями. У нас очень много проблем там же железная дорога, бизнес, тому подобное. Там столько историй приходит. Бери и пиши. Практически у нас нету детективов. Никто не пишет детективов. Я бы сконцентрировался на этом жанре, но это не мой жанр. А ведь этот жанр сегодня очень требует своего перерождения. Криминальные хроники Алматы, Казахстана, они богаты разными историями, причем сентиментальным и романтическим уклоном. Там очень много вообще историй, которые можно было написать, и целый цикл, по которому можно было вообще фильмы снять. То есть, в принципе, я говорю, что сюжетов мало не осталось. Просто основные, вот те 6 сюжетов, как говорят, условно Шекспир написал, но на самом деле сюжетов намного больше. Каждый сюжет идет еще под сюжетом, субсюжетом. И можно его раскрывать. Конечно, в основе 6 наших, может быть, знаменитых чувств, там ревность, там зависть, там любовь, ненависть и тому подобное. Но каждый можно интерпретировать. Это как человек, предположим. Потому что 7 миллиардов человек, и у каждого разные сочетания одних и тех же вот генов, да, кодов, там, предположим. И благодаря этому, может быть, так и книга, благодаря сочетанию разных смыслов, разных сюжетных линий, разных там подходов, можно создать кучу интересной литературы. Очень хороший вопрос. Более того, хорошо, что вы напомнили об этом вопросе, чтобы я мог бы рассказать о своем действительно подходе. Но учителем здесь является для меня Умберто Эко, Нобелевский лауреат по литературе. И что я хочу сказать, что каждая книга должна представлять несколько пластов. Первичный пласт – это сюжет, который прочтет невдумчивый, неглубокий писатель. Да, извиняюсь, что я
разделяю, что мы, писатели, разделяем. Ну, так и есть, мы говорим, что есть. Как бы здесь нету никакого дискриминации. Читатель, который не хочет заморачиваться, он прочтет первый пласт, он прочтет сюжет и все. То есть, в принципе, для него достаточно. Как, например, «Имя Розы», первичный пласт, там какой-то детективная история и тому подобное. Второй пласт – это та философия, которую автор заложил. То есть те ходы и те сюжетные аллюзии, под которым скрывается месседж. Этот месседж – это второй слой. Ты должен обязательно, то есть, и третий – это ядро, как бы. То есть это уже вдумчивый читатель, это как для него викторина. Он дойдет до этого или не дойдет. Вот это я хотел сказать, что, в принципе, таких вдумчивых читателей есть, не так много. Но их всегда было немного. Скажем так, роман Толстого «Война и мир» прочитал всего 1000 человек. Потому что тогда грамотного населения мало было. Поэтому миллионные читатели, это, в принципе, можно на какой-то там, предположим, экшен или какую-то популярную литературу. Ну, писатель не должен ориентироваться на это. Он должен, пусть это прочтет 10 интеллектуальных писателей, чем миллион неинтеллектуальных. Мой принцип такой, предположим. Вот. Поэтому я о том говорю, что, в принципе, вдумчивый и невдумчивый различия есть, потому что невдумчивый читатель, ему нужна легкая литература, которую мог бы между делом быстро книга, маленькая книжка, которую он в аэропорт взял потому что чтение перестало быть некой мистикой, некой магией, неким созерцанием, которое было у нас когда-то, когда мы под свечку, там, под фонарик, мы полностью посвящали чтению. Чтение – это как мимолетом. Вот туда пришел, так быстро перечитал, сюда пришел. В принципе, это как мимолетное занятие. А здесь нужна такая мимолетная литература. Вот и я о чем и хотел сказать. Книжный фестиваль проводится для того, чтобы население узнало о книгах. Потому что мы создали такую альтернативную площадку, где наши книжные писатели могли бы выставлять свои книги. Потому что, как я говорил до этого, давление очень большое ритейла, книжного ритейла, где мы не можем политику диктовать. Поэтому мы решили создать, к сожалению, эта площадка такая сиюминутная получилась, потому что ежегодная, но тем не менее она не охватывает весь такой читательский спрос. За что они получают, какие жанры? В основном, я заметил, у нас центральная библиотечная система раздает книги. В основном старые жанры, вот то, что вот хотят перечитать старые книги. Например, очень популярный Исай Калашников «Жестокий век», предположим. Казахстанский, например, вот Кека Абиша Кекельбаева очень часто просят. То есть наших казахстанских писателей, мировых звезд, тот же, вот, например, Александр Бель, предположим. Но мы как бы всучиваем и наших писателей, в общем-то. Но я бы сказал, что вкусы читателей не изменились, не сильно изменились. Всегда хотят все равно глубокая проза, сентиментальность и та доброта, тот оптимизм, то вера в светлое человека, которая всегда вот гуманизм. Людям нужен гуманизм. Во всем мире, как бы ни зачерствили, во все времена людям нужен гуманизм. И, в принципе, вот этот золотой стандарт гуманизма, который, если писатель сможет это передать, он всегда будет популярным, в принципе. Я хотел бы сказать, что общественный совет сам по себе призван для того, чтобы решать основные проблемы, на самые резонансные вопросы нашего города. И здесь мы не знаем, что завтра будет волновать население. Что вчера волновало, мы знаем. По нему мы вырабатываем рекомендации, пишем акимату, чтобы этот вопрос решался. То есть у нас постоянное вот взаимодействие с городским органом. Если это не в полномочиях акимата, мы пишем, предположим, Маслихат, в Сенат, аппарат президента. То есть у нас, в принципе, мы имеем право писать любой государственный орган. То есть не всегда же городские органы могут решать этот вопрос. А в городе проблем много, потому что город у нас почти 2 миллиона человек, и здесь проблем куча. Конечно, мы не можем, например, решать какие-то частные, единичные вопросы. Предположим, какой-то бабушке там пенсию не заплатили, или какой-то КСК там не починила какой-то двор, потому что 850 КСК, столько дворов, мы элементарно не справимся. У нас всего 37 человек, но из них активно работающих, наверное, 10-12. Поэтому у нас просто элементарно не хватает. Но что я хочу сказать, что в любом случае резонансные вопросы мы пытаемся охватить. Вот сегодня, как вы видите, это вот по ботаническому саду,
пожалуйста, передача ботанического сада, вот не передача, а наоборот, вложение туда, не инвестиции, а благотворительных инвестиций, но общество не готово. Общество думает, что если какая-то крупная компания хочет что-то там для добра сделать, что-то там, какой-то подвох, мы этого не знаем. И поэтому, естественно, как бы есть сомнения. И чтобы это развеять, что все правильно, мы должны полностью прослушать общественное слушание. И эти общественные слушания вот проходят по любому вопросу. По туризму недавно проводили, по безопасности, по ДВД, например, по терроризму, в конце концов, по экологии, по транспорту, по карточкам ОНАЙ, то есть все вопросы, которые вот, волнуют наших вот, горожан. Я хотел сказать, в первую очередь, вот, так как вы представляете Ассамблею народа Казахстана, я хочу сказать, что в первую очередь не только национальные центры, но все люди, граждане должны приходить, потому что мы хотим показать через свой фестиваль, насколько богата наша культура, богата именно народами, именно людьми, именно вот красотой традиции. И мы должны это беречь. Это первое, что я хочу сказать. Ну и самое главное, что я хочу сказать, что вообще как писатель я скажу, что в мире, несмотря на прагматичность, на деловитость, на бизнес какие-то там сухие философии и тому подобное. Сегодня очень много популярно стали всякие коучинговые программы, которые я, конечно, миллион раз проходил и сам проводил, но в душе человека должен оставаться гуманизмом. Я считаю, наш мир спасет только гуманизм. Гуманизм, отношение к природе, к людям, потому что мы говорим об экологии, к природе, но мы не соблюдаем экологию к человеку. Потому что только когда у нас изменится и экология к человеку, когда мы будем уважать друг друга, тогда изменится и мир, тогда и мир станет лучше, и природа, все станет лучше. Пока мы не научимся уважать друг друга, научиться именно человеческой экологии, ничего не изменится. Поэтому я призываю вас не беречь, там, предположим, дерево или там сохранять дерево, но сначала научиться уважать человека. А за счет этого уважения мы научимся уважать весь остальной мир.